Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Ежегодный фестиваль «Зима начинается с Якутии» является одним из главных туристических событий в нашей Северной Республике. Как он проходит в этом году в условиях ограничений, мы поговорим с нашим гостем. Это председатель Ассоциации гостеприимства Якутии Татьяна Тымырова. Татьяна Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Ежегодный фестиваль «Зима начинается с Якутии» призван в первую очередь привлечь сюда потенциальных туристов. В связи с эпидемобстановкой почти все мероприятия фестиваля проходят в онлайн-формате. Как это отразилось на программе нынешнего мероприятия и изменились ли в связи с этим задачи фестиваля? Безусловно, в этом году фестиваль приобрел новый формат, в связи с нашей обстановкой. И есть онлайн-форматы тех или иных мероприятий в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» дают больше раскрыть возможности, потенциал наших и мастеров, и всех организаторов конкурса. И охват мероприятий, он намного больше, чем мы проводили в те года, когда он был уже в офлайне, вживую мероприятие. Конечно же, такие изыски попробовать или посмотреть глазами на тот же фестиваль «Вкус Якутии», либо же фестиваль Строганины, конечно, не предоставляется возможным, но при этом наша география уже расширилась. И, конечно, количество участников, которые могут поучаствовать из нашей большой республики, наши мастера народного художественного промысла, художники, фотографы, даже со всего мира, они могут принять участие при таком формате. Проведение фестиваля задача непростая. Обычно на него приезжают известные персоны. Это шеф-повара, фотографы, блогеры, модельеры, которых вы упомянули. В этот раз совсем без гостей или все-таки кто-то рискнул и приехал на фестиваль? В этом году, к сожалению, у нас гостей нет, которые в прошлом году приезжали известные и блогеры, и приезжали и туристы, и известные шеф-повара, которые также входили в жюри нашего фестиваля. В этом году они принимают онлайн-формате. К примеру, в рамках фестиваля у нас проходит Arctic Fashion, который будет в Москве. И впоследствии присоединится представители индустрии моды и амбассадор Гала Борзова. Это как пример того, что в любом случае на наши мероприятия с удовольствием подключаются такие эксперты, гости. Кроме этого, также присоединятся к нам шеф-повара московские, которые проведут мастер-классы и для наших студентов, для практикующих шеф-поваров. Участие, безусловно, будет с внешних онлайн использованием. Также у нас будут проходить деловая часть, научно-практическая конференция, которая охватит участников арктической зоны. Научно-практическая конференция у нас посвящена «Зима, холод, здоровье, рационы питания в регионах Арктики и Субарктики». Это уже межрегиональный формат. С другой стороны, проведение фестиваля в онлайн-формате расширяет географию участников. Кого удалось заинтересовать в этот раз? Кто-то, может быть, раньше не мог просто приехать, а нынче с удовольствием в онлайн-формате присоединился. Как я уже сказала, некоторые у нас фестивали, допустим, которые мы проводим в онлайн-формате, это и фестивали моды, это также и фестивали, то есть конкурсы среди художников, фотографов, принимают участие из других регионов, потому что есть возможность показать, находясь на своем месте в регионе, и присоединиться к нашим фестивалям. Онлайн-формат на сегодняшний день он дает возможность многим принять участие. Даже есть такой очень интересный туристический фестиваль, конкурс, где могут принять участие туристы, которые приезжали к нам в Якутию и выложить свои фотографии на этот фотоконкурс. Он не ограниченный, поэтому это для всех туристов, которые посещали нашу Якутию, возможно, даже и
уровне смогут присоединиться к нашему фестивалю. Безусловно, одно из главных мероприятий фестиваля, если не самое главное, это гастрономический, всеми любимый фестиваль «Вкус Якутии». Как он проходит в этом году, ведь виртуально почувствовать вкусы, увы, невозможно. Да, в этом году мы поменяли формат нашего фестиваля. И в любом случае фестиваль, он продолжает раскрывать нашу гастрономию Якутии. В этом году принимают участие у нас 7 ресторанов. Они заявились рассказать и показать свои гастрономические изыски. Фестиваль будет проходить с 30 ноября по 6 декабря. И всю неделю участники фестиваля будут предлагать гастрономические сеты, и любой гость, жители нашей республики, гости, которые, возможно, приехали к нам по деловой части, могут прийти в один из заведений и попробовать гастрономический сет в рамках фестивальной гастрономической недели. Значит, подача сетов будет проходить по спецменю. Я думаю, что это, наверное, единственный фестиваль, когда гости могут прийти и попробовать на вкус, насладиться нашей якутской кухней. Но и в то же время задача фестиваля — раскрыть новые таланты наших профессионалов, поваров, и они будут показывать свое мастерство использования нашей местной локальной продукции. Значит, данный фестиваль, он будет проходить всю неделю, и каждый ресторатор на сегодняшний день вот как раз-таки готовит свои очень интересные меню, подачу. Да, скажу так, что разная концепция. К примеру, вот у нас участники ежегодной усадьбы Атласов. В этом году они предложат нам в рамках фестиваля показать свою концепцию столу. Шеф-повар, хозяин ресторана Николай Атласов предложит концепцию данного вот формата, поскольку он сам на сегодняшний день занимается вот разведением перепелок. Также он предложит всем гостям в рамках фестиваля свою продукцию и приготовление как раз из этих блюд. Также у нас рестораны решили показать концепцию приготовления блюд из диких наших зверей, которые вот наши жители охотятся. Будут тоже интересные такие вот вяленые лось, будут, значит, подача из зайца предложена. Поэтому вот ресторан Kitchen угостит такими вот изысками. Приходите, угощайтесь, наслаждайтесь и оценивайте. В этом году у нас принимают участие 3 новых заведения. Раньше они никогда не принимали участие. Это ресторан Бекетов, это у нас ресторан Хьюстон и ресторан. Остальные участники, значит, усадьба Атласовых, ресторан «Крыша» и Kitchen, они уже принимали участие, но тем не менее в этом году они хотят удивить новыми блюдами. Учитывая сложившуюся непростую ситуацию и такой необычный для фестиваля онлайн-формат, появились ли какие-то новые мероприятия у фестиваля, которых раньше еще не было? В целом скажу, что онлайн-формат, да, он сейчас перестроил вообще подход, да, к проведению мероприятий. Появились такие интересные фестивали, о которых мы, может быть, в обычной жизни в прошлом году у нас идеи не возникало. И в этом году есть такие интересные фестивальные мероприятия, как Тайон-Балык. Любой житель города может похвастать своими уловами, как карась, нельма, таймень, омуль. Есть также интересный такой фестиваль в гостях Якутии. Репортаж будет проходить из Хангаласского района, где покажут, как живут наши жители. Один день жизни якутской семьи. Также у нас фестиваль строганина, который всеми любимый, много лет проводит, он пройдет в онлайн-формате. И лучшее блюдо из строганины тоже любой участник, любой житель может похвастать и показать, что он может и как он может приготовить данное блюдо со строганиной, как его оформить. Это все, конечно, в онлайн-формат и довольно-таки интересно.
Также у нас 3 декабря это новый проект, который мы будем презентовать на усадьбе Атласовых. Он называется «Презентация Якутский чайный дом». Данный проект, он внедряется также Ассоциацией гостеприимства при поддержке фонда президентских грантов. Это грантовый проект. И данное мероприятие, оно будет как в формате онлайн, также и в формате угощения чаем. Можно прийти в Балаган, усадьбу Атласовых, конечно, в тех мерах, которые сейчас требует у нас Роспотребнадзор. Кроме этого, хочется отметить, что мероприятия сегодня проходят на разных платформах, в Инстаграме, в социальных сетях, которые организует Управление культуры нашего города. Все жители могут присоединиться и посмотреть многообразие всех этих конкурсов. Вся программа имеется на сайте окружной администрации и также Министерства предпринимательства и развития туризма нашего туристического портала. Еще одно знаковое событие для жителей республики – это зажжение 1 декабря главной елки Якутии. Как оно пройдет в этом году? Зажжение елки – это традиционно, да, несмотря на ситуацию, в любом случае оно будет, но будет уже проходить онлайн. Предварительно это все мероприятие будет записано и освещаться. Конечно же, с целью безопасности наших жителей, большого скопления и большого мероприятия, как в те года, проводиться не будет. Но в любом случае все увидят, как зажигается в это время елка. Я бы еще хотела отметить, что одно из новых форматов у нас очень хорошие мультимедийные проекты показывает музей «Моя история». Присоединяйтесь на страницу Инстаграма «Музей «Моя история», и там вы можете посмотреть мультипликационные такие сюжеты, связанные с историей, легендами наших якутских древних народов. Также мультимедийные проекты образов быка холода, луны с ликом девы, и наши дети могут узнать, какие же все-таки наши сказки есть, и очень интересно можно посетить как и офлайн, так и онлайн. Не так давно была создана и запущена единая площадка для предпринимателей, сделана в Якутии. Насколько, на ваш взгляд, она помогает в реализации услуг и товаров наших предпринимателей не только внутри республики, но и за ее пределами? Да, при поддержке Министерства предпринимательства, торговли и туризма нашей республики был разработан проект для всех товаропроизводителей, по инициативе Ассоциации предпринимателей «Сделано в Якутии» Marketplace, куда каждый производитель может разместить свою продукцию и уже посредством онлайн-продаж производить продажи разных направлений. Это и народно-художественные промыслы, это и готовая продукция, это и дизайнерская одежда, это могут быть и картины. На сегодняшний день более 50 предпринимателей уже вошли на эту площадку и успешно стартанули с первой реализации в таком формате своего бизнеса. Сейчас идет направление того, что экспортировать нашу продукцию. Также ювелирная продукция сейчас успехом пользуется и спросом. На сегодняшний день мы сейчас прорабатываем направление единого зонтичного бренда, сделанного в Якутии, и чтобы во всех регионах России мы могли представить через онлайн-платформы нашу продукцию, нашу экологическую продукцию. Это и чаи, и мед, и другие товары местного производства, чтобы расширить рынок сбыта. Татьяна Александровна, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам самого доброго.
Это была программа «Актуальное интервью». Как проходит в этом году в условиях ограничений фестиваль «Зима начинается в Якутии». Мы говорили с нашим гостем, это председатель Ассоциации гостеприимства Якутии Татьяна Тымырова. Берегите себя и своих близких, обязательно носите маски, дезинфицируйте руки и соблюдайте социальную дистанцию. До встречи в эфире.